В Микуне открылось новое социально-реабилитационное отделение для детей и взрослых с ограниченными возможностями. Помещение учреждения в безвозмездное пользование предоставила администрация района. Полгода делали ремонт, накануне отделение открылось. В числе первых гостей оказалась и наша съемочная группа. Продолжит Наталья Юрина. Социальное реабилитационное отделение, оно же «Островок надежды». Изначально здесь работали с особенными детишками. 3 года назад профиль расширился. Под свое крыло взяли и взрослых. Занятия проводили на базе 2-го детсада. Учреждение располагалось на 1-м этаже. Ютились в детсадовской группе. Там был детский сад, и у нас не было по техническим возможностям, не было возможности организовать доступную среду. Да. Вот, то есть нужно было полностью через окно там делать входную группу, забирать еще дополнительное пространство, очень много согласований, все. Поэтому мы обращались к администрации. Вот благодаря районной администрации вот это помещение мы получили на сегодняшний день безвозмездное пользование. Деньги на косметический ремонт выделило профильное министерство. На обновление ушло примерно 2,5 миллиона рублей. В помещениях с иголочки установили поручни и перила, обустроили доступную среду. Удобно очень, то есть заезд теперь удобный, все, вот как бы это, светлые стены, уютно. В работе ничего не поменялось. Поменялось наше новое помещение, появился новый дом. Все довольно светло, красиво, нарядно. Ну и довольно нам удобно, близко к дому. В новом помещении создадут аж 2 отделения. Первое – организационно-консультативное, второе – социально-реабилитационное. Руководитель учреждения Надежда Горло проводит небольшую экскурсию. Вот здесь у нас находятся кабинеты, здесь у нас будут сидеть специалисты нашего отделения социально-реабилитационного, это дальше кабинет, а здесь кабинет специалистов организационно-консультативного отделения по приему граждан. Дальше здесь у нас туалет, который сделан в рамках доступной среды, соответствует всем требованиям для маломобильных граждан населения. Давайте пройдемте дальше. Здесь у нас сенсорная комната психологической разгрузки для детей с инвалидностью, взрослых с инвалидностью. Также здесь используется эта комната как игровая комната и развивающие коррекционные занятия проводит здесь психолог нашего отделения. Немножечко дальше пройдем. Вот здесь у нас есть очень интересный стенд. На этом стенде все наши волонтеры нашего учреждения. Здесь у нас есть серебряные волонтеры, дети-волонтеры и инклюзивные волонтеры. Творческие мастерские, турниры по настольным играм, занятия оздоровительной физкультуры, хор и школа компьютерной грамотности. В новых залах в день в среднем проходит по 3 занятия. Сейчас ребята с помощью ножниц, клея и бумаги создают на ватмане космическое пространство. Вот так вот берешь и вот этой вот стороной, которую намазала, приклеила вот сюда где-то. Она как будто у нас уже летит. В этом году у социально-реабилитационного отделения для детей и взрослых с ограниченными возможностями здоровья юбилей. 20-летие отметят 3 декабря. Большим праздником в новом помещении. Наталья Юрина, Павел Фетисов, телеканал Юрган.